Республики Саха-Якутия. Особая дата в истории Якутии. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была образована Якутская автономная Советская социалистическая республика, а ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция Республики Саха-Якутия, которая определила статус республики как субъекта Российской Федерации. Это событие стало новым этапом в жизни республики. Началось ее активное социально-экономическое, культурное и духовное развитие. В этот памятный день по всей республике проходят торжественные мероприятия, посвященные знаменательной дате. Основателями государственности республики являются общественно-политические деятели Якутии XX века: Исидор Никифорович Барахов, Максим Кирович Аммосов, Платон Алексеевич Аюнский, Степан Максимович Аршаков, сыгравшую значительную роль в становлении и развитии государственности Якутской автономной Советской социалистической республики. Мы помним значительный вклад в культурную жизнь республики Максима Кировича Аммосова, в частности, в создание Якутской национальной библиотеки. Огромный вклад Платона Алексеевича Аюнского в развитие экономики, науки, культуры, языка и литературы в республике и особенности Аланхо – устного народного творчества народов Якутии, признанного сегодня ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. Республика Саха-Якутия – самый большой по площади субъект в Российской Федерации, занимает 5-ю часть всей страны и самая крупная территориальная единица в мире. На земле, где сейчас расположена Якутия, люди жили с давних времен. Якуты – один из коренных народов республики. Отсюда и произошло ее название. Численность населения республики на 1 октября 2019 года составила свыше 968 тысяч человек. Якутия состоит из 34 улусов и районов. Наша республика имеет свои официальные символы государства – герб, флаг и гимн. Государственный герб Якутии представляет собой круг, в центре которого помещено изображение древнего всадника со знаменем, взятое с наскальных рисунков с реки Лены на фоне солнечного диска щита, обрамленного в верхней части в виде 7 ромбических кристаллообразных фигур. В нижней части название республики на 2 государственных языках – якутском и русском. На государственном флаге Якутии 4 горизонтальных цветных полосы и белый круг. Белый, сине-голубой, красный – цвета государственного флага Российской Федерации. Это подчеркивает крепкий союз республики и России. Белое солнце – уважение к традициям народа Саха, считающего себя детьми солнца. Белый цвет – суровая красота севера, чистота помыслов народа труженика, зеленый – таежные просторы. Государственный гимн Республики Саха-Якутия воспевает любовь к родной земле, красоту природы лесов, полей и гор, великой реки Лены, уважение к традициям наших предков. Первым президентом Республики Саха-Якутия был Михаил Ефимович Николаев. Руководителями Республики Саха-Якутия в разное время были Вячеслав Анатольевич Штыров,
Егор Афанасьевич Борисов и ныне действующий глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Столица Республики Саха-Якутия, город Якутск, расположен в долине Туймада на левом берегу реки Лены. Любимый Якутск – центр промышленности, науки и культуры, основанный в 1632 году казаком Петром Бекетовым, является родным домом для людей свыше 120 разных национальностей, которые помнят и любят историю своего народа, чтят его традиции и культуру. Поддерживая эти добрые традиции, в городской классической гимназии проводится ежегодная акция «Многоликий Якутск», посвященная Дню городу Якутска. В этот день ученики и учителя приходят в школу в национальных костюмах народов республики и страны. В нашем крае жили и живут замечательные люди, добрые, трудолюбивые, талантливые писатели, поэты, художники, любящие и прославляющие родную землю, отражающие жизнь людей в творениях на протяжении многих десятилетий. Широко известные и почитаемые в республике народные поэты и писатели Якутии Алексей Кулаковский, Семен Данилов и Сафрон Даниловы, Николай Мординов, Владимир Новиков, Дмитрий Сивцев, Савва Тарасов, Петр Табуроков, Николай Лугинов, талантливые художники Афанасий Осипов, Андрей Чикачев и многие другие. То, что создано ими, вошло навечно в интеллектуальную сокровищницу родного народа. Национальным праздником народа Саха является Исэх, который проводится под открытым небом. Жители республики в национальной одежде водят хоровод Асохой, проводят соревнования по якутским прыжкам, борьбе хапсагай. Люди радуются наступлению лета, восхваляют человеческую силу и ловкость, чистые помыслы.
Настоящим символом национальной культуры народов Якутии является якутский хомус – древний музыкальный инструмент, возраст которого составляет более 5000 лет. Волшебный космический звук хомуса исцеляет, дарит завораживающее звучание, имитирующее звуки природы. Национальный природный парк Ленские столбы – это уникальное чудо природы, заповедник на реке Лена. На территории парка были выявлены останки мамонтов, носорогов, бизонов, а в обломках горных пород окаменелости трилобитов, вымершего класса морских членистоногих, живших более 200 миллионов лет назад. Международная организация ЮНЕСКО включила Ленские столбы в список всемирного наследия и взяла эти земли под свою защиту. Самым большим богатством Якутии является многонациональный народ с уникальным талантом и волей, благородными традициями, которые населяют нашу большую республику. Среди просторов нашей большой страны есть край, где ты живешь, где твой родной дом, твоя родная земля. И где бы ты ни был, куда бы ты ни ездил, всегда будешь вспоминать свою родную Якутию. Дорогие ребята, вы наше будущее. Сегодня от каждого из нас зависит настоящее и будущее республики. Мы поздравляем вас с Днем Республики Саха-Якутия и желаем счастья, здоровья, благополучия, больших свершений, успехов в учебе и новых побед во имя процветания Республики Саха-Якутия. В нашем крае все